Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В Ленском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона. В полицию обратилась местная жительница. Заявительница распивала спиртные напитки в компании малознакомых людей. После застолья все гости разошлись, в том числе потерпевшая. Придя домой, женщина вспомнила, что оставила свой телефон на зарядке в чужой квартире. Ей пришлось возвратиться к месту застолья, однако телефона нигде не было. Полицейские установили причастность к краже одного из гостей. Им оказался ранее судимый за истязание 34-летний уроженец Иркутской области. Выяснилось, что перед тем, как покинуть квартиру, злоумышленник незаметно похитил подключенный к зарядному устройству сотовый телефон, который лежал без присмотра. Похищенное сотрудники полиции обнаружили в погребе дома подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Еще один якутянин попался на уловку мобильных мошенников. Житель города Нерюнгри потерял все свои сбережения, когда продиктовал данные человеку, который представился сотрудником службы безопасности Киви кошелька. Предварительно установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги у молодого человека и карту нужно заблокировать. Потерпевший поверил звонившему и назвал проверочный код, который пришел к нему по СМС. После этого с карты списали 27 600 рублей. Украл цепочку после знакомства с женщиной. В дежурную часть МВД в Ленском районе обратилась 50-летняя потерпевшая с заявлением о краже из ее квартиры. Она пояснила полицейским, что накануне познакомилась с одним мужчиной в кафе, после чего позвала его к себе в гости. В ее квартире они отметили знакомство, распивая алкогольные напитки. После чего женщина проводила своего гостя, а после обнаружила пропажу ювелирного изделия. Материальный ущерб составил 40 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Бурятии. Похищенное он продал за 11 000 рублей. По словам подозреваемого, цепочка лежала на видном месте в прихожей на тумбочке. Мужчина прихватил золото, когда выходил из дома потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 16 лет строгого режима получил житель села Хану Момского района Якутии, который летом прошлого года сжег беспомощного собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В начале июля 2018 года подсудимый во время пьянки, поссорившись, взял пластиковую бутылку, где находилась легко воспламеняющаяся жидкость, облил сидящего на стуле потерпевшего и поджег спичкой. Потерпевший получил ожоги 2-й и 3-й степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей, около 46% поверхности тела, ожог слизистой оболочки, ротоглотки, верхних дыхательных путей. От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время. В Алекминском районе вор попался, пытаясь расплатиться украденной картой. В дежурную часть МВД обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его банковскую карту. Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник пришел в гости к заявителю и похитил из его куртки банковскую карту. Пин-код он знал, так как его знакомый когда-то просил купить продукты и сообщил ему код. Мужчина отправился в магазин и приобрел продукты питания, а также спиртные напитки. Ночью злоумышленник решил совершить еще одну покупку, однако карта была уже заблокирована. Похищенную банковскую карту сотрудники полиции нашли под ковром в квартире подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутске злоумышленник украл у знакомого 500 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили 23-летнего безработного уроженца Усть-Алданского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Выяснилось, что потерпевший, находясь на парковке в районе автовокзала, встретил знакомого и пригласил его в салон своего автомобиля. Находясь внутри авто, злоумышленник обратил внимание на то, что на заднем сиденье лежит кожаная папка. В ходе беседы он смог незаметно ее похитить. Обнаружив, что в похищенной папке находится 500 000 рублей, мужчина решил ни в чем себе не отказывать и потратил их на различные нужды за пару дней. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. В Анабарском районе нашли всех пропавших во время пурги. В субботу 6 человек на 3 снегоходах выехали из села Юрюнгхая Анабарского района республики в село Сындаско Красноярского края. Во время следования началась пурга. Один снегоход с 2 пассажирами доехал до села 24 февраля. В один из пассажиров 2-го снегохода вышел на связь и пояснил, что снегоход сломался, а он блуждает. Напарника потерял и пешком пошел в сторону села Юрюнгхая. Его обнаружили и доставили в село.
Состояние удовлетворительное. Поиски третьего снегохода с 2 пассажирами велись 2 группами спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и 4 опытными спасателями из Якутского аэромобильного отряда. В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС России спасли утку из ледяного плена. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы позвонил очевидец, который сообщил, что на Халактырском озере утка примерзла перьями ко льду и не может самостоятельно выбраться на свободу. По словам специалистов МЧС, случаи, когда помощь спасателей требуется не людям, а животным, редко, но все-таки происходят. Так, в 2017-2018 годах сотрудники МЧС вызволили из ледяного плена 2 нерп, а ранее сняли собаку с дрейфующей льдины. В Петербурге начато расследование уголовного дела о наезде автомобиля BMW X6 на группу пешеходов в Санкт-Петербурге. ДТП произошло ночью возле дома номер 55 по Невскому проспекту. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения». Сейчас ведомство инициировало вопрос о передаче материалов дела из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Около полуночи автомобиль BMW X6 выехал на тротуар и сбил 5 пешеходов. Мужчина и женщина, проходившие в это время по улице, погибли на месте. Еще 3 пешеходов получили травмы. Сейчас они госпитализированы. За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Его задержали на месте происшествия. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.